Халиева Айбек Рысбековича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 233 Уголовного кодекса Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 1 тысячи расчетных показателей, то есть 100 тысяч сомов доход государства. Определить Кадырбаеву наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом в размере 1500 расчетных показателей, то есть 150 тысяч сом доход государства. Буркоева Бердибека Калыбековича признать виновным от 2 февраля 2017 года в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 1 тысячи расчетных показателей, то есть 100 тысяч сом доход государства. Пирымкулова Темурлана Нургазиевича признать виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 1 тысячи расчетных показателей, то есть 100 тысяч сом доход государства. Садыкова Нурлана Маткасымовича признать виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 1 тысячи расчетных показателей, то есть 100 тысяч сом доход государства. Видеоподписка о невыезде отменить, взять его под стражу из зала суда. Определить Өмүркулулу наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом в размере 1500 расчетных показателей, то есть 150 тысяч сом доход государства. Взять его под стражу из зала суда. Определить Курманбекову наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом в размере 1500 расчетных показателей, то есть 150 тысяч сом доход государства. Меру пресечения в отношении Курманбекова в виде подписки о невыезде отменить, взять его под стражу из зала суда. Өзүнүн пайдасынан өзү пайда табуу негизинде деген күнөө угузулган. А кайсы пайда? Эмне менен ал пайдасы билинет? Материалдык түрүндөбү, акчалай түрүндө эч бир далил жок материалдарда. Ошон үчүн бул өкүмдүн мыйзамсыз жана негизсиз деп эсептейбиз. Саясий чечим болуп калды. Биздин урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр жогоруда көрүп болгондой 1-май райондук сотунда өткөн жылуулук борбору боюнча айыпталып жаткан 7 адамдын соттук өкүмүнө күбө болдуңуздар. Саламатта болуңуздар.